Здравствуйте! В данном видео я хочу рассказать вам про YouTube канал Башкирика, сайт bashkirika.com и сайт basharchiv.ru. Давайте начнем с YouTube канала. YouTube канал Башкирика — это древнейший YouTube канал. Он создан еще в 2010 году, то есть на текущий момент ему уже более 10 лет. И в нем достаточно много очень полезных видео, которые будут интересны не только историкам и не только башкирам, но и всем людям, которые жили на территории исторического Башкортостана. Всем людям, которые жили от Волги до Тобола. Если вы посмотрите на название соответствующих плейлистов, то вы увидите то, что здесь есть историческая среда, башкирское родословие, башкирские восстания, исторический Башкортостан, история башкирского войска, рождение Башкирской республики и прочие плейлисты. Давайте посмотрим, например, на плейлист «Историческая среда». Уже по названиям фильмов, которые здесь выложены, вы видите, что это действительно очень полезный исторический объективный материал. То есть мы видим информацию Тамерлан, мамлюки, Первая мировая война, рождение Салавата, Хакимов Аравийский, Северные Амуры и так далее, и так далее. Преемник Валидова, феномен суфизма. То есть данные фильмы, они действительно высокопрофессиональны и очень интересны. Давайте вот один из последних фильмов, отрывок из него посмотрим. Про Килмяка Абыса. В 1735 году в Башкирии вспыхнуло восстание, причиной которого стало начало Оренбургской экспедиции, масштабного правительственного проекта по продвижению Российской империи в страны Центральной Азии. Башкиры увидели в этом геополитическом проекте угрозу своим правам и вольностям, закрепленным условиями вхождения Башкортостана в состав Московского царства. Первый этап этого длительного и кровопролитного восстания возглавил глава Юрматынской волости Килмяк Абыс Нурушев. Кем он был и какой след оставил в истории? То есть мы видим, что фильмы в очень хорошем качестве, и они реально интересны, и их очень реально интересно смотреть. Потому что, просматривая данные фильмы, понимаешь всю глубину башкирской истории. То есть башкирская история действительно, она очень глубока, она не поверхностна, она очень сложна, и это действительно очень интересно. Также стоит отметить, что все, что здесь есть на канале, является основано на объективной исторической информации. То есть это не какой-то там folk-history, это реальная история. Если есть какие-то интерпретации, то в фильмах об этом прямо и говорится, что в данном случае это мнение такого-то человека, такого-то ученого и так далее. Но все основано именно на исторических фактах. Необходимо это понимать. И вот давайте посмотрим, например, плейлист «Башкирское родословие». Здесь мы видим список некоторых башкирских родов, не всех, потому что их более 40, а некоторых. И этим родам, соответственно, посвящены определенные фильмы, в которых про них определенным образом говорится, рассказывается и так далее. Я думаю, что из соответствующих фильмов, как я вам это показал, можно дальше перейти к сайту, который называется, логическим образом перейти к сайту, который называется bashkirika.com. Сайт bashkirika.com как раз помогает осознать, понять, кем были предки, из каких родов, где они жили и так далее, и так далее. То есть в качестве примера давайте, не знаю, выберем какой-нибудь род, кыргыз, хотя вот здесь можно выбрать и рода, те, которые здесь нет в списке, но нужно просто в поиске вбить. И здесь вот куча разной информации по ним. Ну, да, вот я не знаю, давайте в качестве примера какую-нибудь книжку, допустим, Унвар. Заходим в книжку Унвар. И эта книжка в PDF у нас откроется, ее можно почитать и увидеть кучу разной информации по роду Унвар.
Сейчас, минуточку, нужно подождать. Вот. Здесь исторические моменты, разные картинки, территории проживания, все, что связано с соответствующим родом, данные переписи. Вы видите, да? Миграция, возможно. Моменты, связанные, видите, архитектура, которая была у соответствующего рода, фотографии, которые были у соответствующих людей, фотографии конкретных людей из данного рода, их тип и так далее. То есть все это есть. Это будет очень полезно и интересно. Список деревень, которые входят, в которых живут, жили представители соответствующего рода и так далее, и так далее. То есть вся информация есть по соответствующим родам. То есть количество родов достаточно большое. То есть видите, здесь книги, можете выбрать в разделе книги, документы, аудио, видео и так далее, и так далее. Все очень интересно и полезно. Вот они, да? Следующий сайт – это сайт basharchiv.ru. Сайт basharchiv.ru посвящен сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года. Как пользоваться этим сайтом, можно посмотреть вот здесь вот. Общество краеведов Республики Башкортостан. То есть мы видим, что этот сайт напрямую не связан вот с этими двумя сайтами, потому что и тот, и другой является Башкирика, а это все-таки немножко другое, это общество краеведов. Тем не менее, я включил все три ресурса в одно видео, потому что они логическим образом связаны. Соответственно, на этом сайте можно найти информацию по переписи 1917 года. То есть, как назывался населенный пункт в 2017 году и как называется сейчас. Вот давайте в качестве примера что-нибудь найдем. Вот выбираем район, например, давайте пусть откроется. Я не знаю, там, Белебеевский. Выбираем населенный пункт, там, я не знаю, деревня Булановка, например. И вот мы находим дела. Нажимаем сюда и видим, тут достаточно мало листов. Мы видим, что раньше это был Белебеевский уезд, Усень-Ивановская волость, поселок Булановка. Сейчас это просто район Белебеевский, деревня Булановка. И мы видим данные по соответствующей переписи 1917 года вот в этих картинках. Сейчас вот немножко подождем, загружается. Их можно вот так вращать для удобства и читать информацию по ним, что в них написано. То есть вы видите пахот и так далее, и так далее. Отношение к домохозяину, возраст. В общем, вся информация, которая связана с тем, что было на соответствующей переписи. В том числе и этническая принадлежность. И для более подробной информации вы можете обратиться вот к данным лицам, которые здесь вот написаны. Также на сайте basharchiv.ru в очень удобной форме представлены книги. Те же самые книги из истории башкирских родов, но их можно листать. Вот, например, открываете Гайна, например. И эти книжки можно листать. Прямо здесь можно набрать номер страницы, допустим, 200-я страница. Enter. И книжка открыта на 200-й странице. Нажимаете сюда, книжки листаются. Тут прямо список людей, которые жили в конкретных деревнях, видите, да? Вполне возможно, вы найдете среди них своих родственников и так далее, и так далее. Своих предков. Если вы говорите правильно, давайте следующую страницу откроем. Так, тут давайте вот так вот. Да, тут какие-то ссылочки идут на исторические материалы. Вот. Вернемся сюда. Также
сайт Башархив помогает найти информацию прямо по карте. То есть вот есть карта, вы можете тыкнуть и найти какую-то информацию. Вот, например, давайте нажмем сюда. Написано 49. То есть вот в этом районе примерно 49 каких-то населенных пунктов. Давайте вот сюда вот нажмем, по которым есть информация. Некая деревня Федоровка. Показать дела. Открываем. Бельбесский район, поселок Федоровка. Мы видим, что раньше была эта Тюрюшевская волость. Мы видим данные архива, что это фонд такой-то, опись такой-то, такая-то, дело такое-то. И мы видим кучу разных фотографий, связанных с данной переписью по деревне Федоровка. Вот так вот мы приблизили и все это видим. Очень интересные слова тут видите. Косилки, вялки и так далее, и так далее. Молотилки. Вот. Соответственно, это информация по сайту basharchiv.ru. Ссылки ко всем 3 ресурсам будут в описании к данному видео, а это именно YouTube канал Башкирика, сайт bashkirika.com и сайт basharchiv.ru. И данное видео будет находиться на YouTube канале Bashkortization, у которого, кстати, появился телеграм-канал. Вот он, подписывайтесь на телеграм-канал. В плейлисте «Цифровизация по-башкирски». То есть мы заходим сюда, и это видео вы найдете вот здесь вот. В плейлисте «Цифровизация по-башкирски». Еще раз рекомендую вам YouTube канал Башкирика. Вот его адрес. Сайт bashkirika.com с огромным количеством книг, видео и аудио, связанных с башкирским родословием. И сайт basharchiv.ru. Это действительно прекрасные ресурсы для всех тех, кто интересуется башкирской историей, ну и не только башкирской историей, потому что YouTube канал Башкирика это, ну, просто, как бы сказать, прекрасного качества, единственный в своем роде источник объективной информации о тюркских народах, в том числе башкирах, которые проживали на территории Евразии с древних времен. Еще раз повторяю, что эта информация будет полезна не только тем, кто интересуется башкирской историей, но и людям, которые вообще в целом интересуются историей. Именно объективной историей. То есть им будет очень интересно канал Башкирика. На этом все. Прощаюсь. Всего вам хорошего. Делитесь информацией об этих 3 ресурсах. Подписывайтесь на канал Bashkortization. Подписывайтесь на YouTube канал Башкирика. Посещайте сайты bashkirika.com, basharchiv.ru. Находите своих предков, которые жили в соответствующих населенных пунктах. И всего вам хорошего. До свидания.